смотрите «Вести Тимана Сосногорск». В студии Влада Гришаева. Здравствуйте. В ближайший понедельник в Сосногорске завершится голосование на определение общественной территории, которая будет благоустроена по федеральной программе. Об этом через несколько секунд, а пока некоторые темы выпуска. В 3 раза выше. Почему взносы на капремонт увеличились и к чему эта вынужденная мера должна привести? Знамя Победы. В гимназии при главе района стартовала ежегодная патриотическая акция. Юный атаманец. Кадеты Сосногорска в очередной раз продемонстрировали силу, ловкость и навыки военной подготовки. В Сосногорске продолжается голосование на определение общественной территории, которая будет благоустроена в рамках федеральной программы формирования комфортной городской среды. На сегодняшний день в онлайн-голосовании уже приняло участие более 1500 человек. Сейчас лидером голосования остается мини-парк, расположенный в железнодорожной части города. За него уже проголосовало более 600 человек. На втором месте сквер в 6-м микрорайоне – почти 550 голосов. Далее идут сквер памяти жертв политических репрессий, мемориальный комплекс в селе Устюхта и сквер участников военных конфликтов. Напомню, общественная территория, набравшая максимальное количество голосов, будет благоустроена уже в этом году. Вариант, занявший второе место, в 2020-м. Голосование продлится до 25 февраля включительно. Отмечу, что сделать свой выбор можно не только онлайн, но и более традиционным способом – в городских пунктах для голосования. С 2,5 рублей до 7,5. Так в среднем по Коми увеличились взносы за 1 квадратный метр на капитальный ремонт многоквартирных домов. Суммы в квитанциях увеличились в 3 раза и отнюдь не радуют жителей региона. Почему это все-таки вынужденная мера и к чему она должна привести? Детально о капремонте в репортаже наших коллег из телеканала «Юрган». В конце ноября в Коми утвердили новый тариф на капремонт. Согласно ему, размер минимального взноса увеличился в 3 раза. Уже тогда в регионе шла активная информационная кампания, чтобы ни для кого это не было каким-то сюрпризом. Но многие, как выяснилось, сильно удивились суммам, обозначенным в квитках только сейчас. Между тем, на то, что платить за капремонт надо именно по-новому, указывает статистика. В программе капитального ремонта в 2018 году было отремонтировано 25 многоквартирных домов. С видами работ все были разные. Основные работы – это выполнение работ по ремонту кровли, фасад, система теплоснабжения, система водоотведения, система электроснабжения, система холодного водоснабжения и также система горячего водоснабжения. Что такое 25 многоквартирок для города-столицы с населением 245 тысяч человек? В результате изменения взноса уже в этом году в Сыктывкаре планируется провести капитальный ремонт в 59 домах. В целом же на республику в 2018-м пришлось всего 110. Заметим, до этого года в нашей республике применялся один из самых низких тарифов по России. У соседей в Архангельской и Кировской областях, например, эти суммы давно перевалили за 7-8 рублей. При этом даже 7 за квадрат – показатель ниже рыночного. Конечно, люди сейчас не понимают, почему в несколько раз увеличилась стоимость. Да, многим ударило по карману. Я скажу, что у меня счет увеличился со 120 рублей до практически 400. Но я понимаю, что эти деньги все уйдут по целевому назначению. Я знаю, что эти все деньги я коплю для того, чтобы произвести ремонт. Схема простая. Чем больше дом собирает с жителей, тем быстрее проводится капитальный ремонт. Напомним, согласно методическим рекомендациям Минстроя России, в Коми необходимо установить минимальный размер взносов от 17 до 28 рублей в зависимости от муниципалитета. Однако на столь радикальный шаг власти Коми не пошли, сохранив социальность подхода. Каждому же понятно, да, чем денег больше, тем, соответственно, и возможностей больше. Поэтому изначальное утверждение тарифов в 2,10 было необоснованным. Соответственно, деньги лежали в банке мертвым грузом. На эти деньги, конечно, сделать капитальных ремонтов было невозможно.
Одна из особенностей фонда капитального ремонта – его максимальная открытость. На сайте можно следить за движением денежных средств по каждому дому, узнать, сколько тот собрал и в какие сроки он будет ремонтироваться. Выкладывается все вплоть до сметы и информации о подрядчиках. Пересмотрел свой план на 2019 одним из первых Сыктывдинский район. Там счастливых людей под новыми крышами и с отремонтированными проводками тоже станет в разы больше. У нас в районе 212 многоквартирных домов. Примерно в год мы ремонтируем не более 2 многоквартирных домов. И то только по одному виду капитального ремонта. Следовательно, проведя эти самые несложные математические действия, мы делаем вывод, что нам нужно как минимум 100 лет, чтобы отремонтировать эти многоквартирные дома. Сейчас взнос увеличился, и по нашему району он установлен в размере 7 рублей 38 копеек. И с учетом уже новой цены мы внесли изменения в нашу краткосрочную программу капитального ремонта, и сейчас это уже 9 домов. Стоит помнить, что в реализации программы капитального ремонта большую роль играют сами собственники, которые имеют право контролировать ход работ, участвовать в приемке уже выполненного капитального ремонта и лично проверять качество. Однако далеко не все готовы проявлять активность. У нас ведь как? Дом выходит на капитальный ремонт. По итогу получается, что кроме фонда капитальных ремонтов, капитальный ремонт не нужен никому. Все хотят иметь отремонтированную кровлю, помененные коммуникации, но никто не хочет принимать участие в общем собрании собственников. Мы вот в практике встречались и с таким, что собственники должны выбрать ответственное лицо. Тот, кто будет ходить с представителями фонда, с представителями подрядчика, контролировать работы и подписывать по итогу акты. Так вот, эти люди «да, хочу», в итоге работа не проводится. Вместе с изменением стоимости услуги легла еще большая ответственность на фонд капремонта и администрации муниципалитетов. Жители должны почувствовать, за счет увеличения взноса на капитальный ремонт они получат более качественные условия проживания в более короткие сроки. В День родного языка в этом году он отмечался 21 февраля. На различных площадках республики прошла межрегиональная образовательная акция «Всеобщий диктант на коми-языке». Участие в нем приняли и сосногорцы. В нашем городе Центр коми-культуры уже 3-й год собирает тех, кто хочет продемонстрировать свои знания коми-языка. В прошлом году диктант писали 17 человек, в этом 11. 2019 год объявлен Генеральной Ассамблеей ООН Международным годом коренных народов. И поэтому в этом году, что пишем диктант на коми-языке, это очень важный момент в нашем Сосногорском районе. Потому что люди, которые пришли написать диктант на родном языке, подтверждают свою значимость коми-языка в нашей жизни, в нашем образовании. Уже по традиции текст читала Ольга Игнатова. Ее педагогический стаж более 40 лет. Из них 26 учителем коми-языка сначала в школе, теперь в Центре коми-культуры. Сегодня будем писать диктант на текст Попова, Алексея Попова. Драматург наш известный. Вот. Я уже прочитала, мне сейчас недавно дали этот диктант, мне самой понравился. Очень интересный диктант на тему, вроде бы как похож на басню. Если птиц погубили там разных, то же самое сравнивается. Если языки разные погубить, то и жизнь будет неинтересная. По словам Ольги Игнатовой, в этом году диктант оказался не только интересным и актуальным, но и стилистически более легким по сравнению с прошлым годом. И в продолжение темы. В первой декаде февраля наш город посетил мобильный этнодесант. Специалисты Дома дружбы народов Республики Коми провели для школьников несколько тематических уроков. Так, например, у пятиклассников 2-й Сосногорской школы прошел урок «Россия – страна многоликая», где ребят познакомились с пословицами народов, проживающих на территории нашего региона. Шестиклассники, в свою очередь, приняли участие в увлекательной игре. Им необходимо было придумать условное турагентство и предложить путешествие в любой уголок нашей страны. Здесь проходит урок по программе «Я россиянин», гражданская идентичность школьников. И тема
«Моя страна, моя география». Ребята вот в таком интерактивном формате изучают города Российской Федерации, рассказывают о них друг другу. Ну, я думаю, что им это интереснее так изучать, чем лекции. Много интересного о своем родном крае узнали в этот день девятиклассники в рамках экскурса в историю. По словам методистов этнодесанта, история становления и развития нашей республики помогает лучше понять и принять те процессы, которые происходят сегодня. Да, исторический запас мой пополнен. Очень много было дат, очень много рассказывалось про Коми-край. Мобильный этнодесант в Сосногорске для специалистов Дома дружбы народов получился самым продолжительным из аналогичных мероприятий в других районах. За несколько дней уроки были проведены во всех школах. Совсем скоро страна отметит 74-ю годовщину победы в Великой Отечественной войне. Это событие в нашем районе предваряет патриотическая эстафета «Знамя Победы». Павел Думников подробнее. Эта акция призвана отдать дань уважения величайшему подвигу миллионов соотечественников, отстоявших свободу нашей страны в те страшные годы. 4 года наши войска шли к этой победе. Помогали им, конечно, неоценимую помощь оказывали и труженики тыла, старики и женщины, а также и дети, которые в одночасье повзрослели не по возрасту. И наравне со взрослыми на заводах встали к станкам, на полях сели за трактор. В этом году в рамках акции вспоминали еще одну дату – День вывода советских войск из Афганистана. Перед школьниками выступил ветеран боевых действий Игорь Мороз. Погибших на полях сражений почтили минутой молчания. После состоялась торжественная передача знамени. В этом году его первой принимает 4-я школа. Победители муниципального этапа «Зорница-2018». Копию знамени победы передать. Принимая знамя, ребята обещали оправдать высокое доверие, продолжать славные традиции предков по защите Отечества и стать достойными гражданами своей Родины. Я рад тем, что я участвовал в знаменной группе, предоставленной нести в школу номер 4, потому что выбрали самых лучших из нас, и мы несли эту честь в нашу школу. До 9 мая Знамя Победы побывает во всех школах района. Ко Дню Победы вновь вернется в Сосногорск, где примет участие в торжественных мероприятиях. Павел Дурников, Наталья Максимова и Евгений Юрин. Вести Тимана, Сосногорск. На этой неделе кадетская школа превратилась в настоящий полигон для демонстрации силы, ловкости и навыков военной подготовки. Все это потому, что февраль – традиционное время для проведения общешкольной военно-патриотической игры «Юный атаманец». Елена Двожик продолжит. Здесь все построено на казачьих традициях. Юные атаманцы – это дети с 5 по 11 классы, которые стремятся научиться чему-то новому и показать свои как физические способности, так и смекалку. У нас сейчас 4 сотни, вся школа разделена на 4 сотни, это 4 отряда. У них есть свои выбранные походные атаманы, которые их ведут везде по этапам. И сейчас из этих 4 команд победит одна, сильнейшая. Они из своего состава тайным голосованием выберут юного атаманца. Такое почетное звание. И самый лучший из них получит звание. Оно единственное в году можно получить. Юный атаманец 2019 года. Вот. Он получит памятную футболку, значок и в летопись кадетской школы войдет. Всего 10 этапов. Ребята соревнуются в стрельбе, ориентированию на местности и даже в лепке пельменей. Есть здесь и викторина на тему истории казачества и православия, которую ребятам провел отец Сергий. Самый серьезный из этапов – атака. Участники слаженно преодолевают препятствия, атакуют противника, оказывают медицинскую помощь условным раненым, уничтожают ракетную установку. И все это в заранее подготовленных сооружениях из снега, которые, к слову, кадеты делают самостоятельно. Такая традиция, что у нас выпускные 9 классы готовят эту игру. Она готовится 9 классами. В течение 2-3 недель строится сооружение из снега. Ну и в школе готовятся этапы. И потом они же и проводят эту игру. То есть это такой как бы у них зачет их учебы в нашей школе. Они разлетятся с 9 класса, уже такого класса не будет. Вот такая единая команда последний раз делает серьезное дело. Вот, к примеру, этап под названием «Робинзон».
Он проходит на территории школы. Команды выполняют задания по установке палаток, проходят веревочный маршрут. А помогает им в этом руководитель турцентра «Вымпел» Вячеслав Камашев. Ноги вытягивай, прямо иди, вот так чуть, и вот все регулируй, да, движение. Все сюда идешь, вот так. А это уже следующий этап – буза. Он проходит на площадке, где встречаются две команды, которые состязаются в народных казачьих играх. Победитель определяется большим количеством побед. Закончился юный атаманец самым главным и самым эмоциональным этапом – «Царь горы». Команды поочередно состязались между собой во взятии Снежной крепости, на пике которой находится флаг казачьего войска. Легкий морозец в этот день только придавал азарта и скорости участникам. Победителям досталась слава, а хорошее настроение было обеспечено всем. Но главное, что и мальчишки, и девчонки, малыши и старшеклассники почувствовали себя одной большой и дружной командой, имя которой – «Кадетская школа». Елена Двожик, Влада Гришаева и Евгений Юрин, Вести Тимана, Сосногорск. В завершении выпуска о погоде. В ближайшие выходные она будет неустойчивой. Ожидаются снегопады и резкие перепады температур. Как отмечают республиканские синоптики, на фоне роста атмосферного давления температура воздуха начнет понижаться. В ночь на субботу морозы усилятся до минус 18, минус 25 градусов. А вот уже днем под натиском очередного североатлантического циклона начнется обратный процесс. Ожидается повышение температуры до минус 8, минус 15 градусов. В воскресенье днем и вовсе столбик термометра может остановиться на отметке минус 2 градуса. А пока на этом все. Новая информация уже в следующих выпусках нашей программы. А я с вами прощаюсь. Всего доброго и удачных выходных.